Обсудить такие моменты, как вот те тенденции развития общества, экономики, политики и так далее, которые вот уже сейчас существуют, которые, например, развивались последние несколько десятков, сотен лет. Ну и, наверное, вот эти тенденции, они, наверное, останутся на какое-то время. Технологические такие вот вещи, да, экологические и прочие другие. И на основе этого, может быть, попробовать порассуждать на том, где мы окажемся через 100 лет. Понятно, что нас уже, конечно, там не будет, но как и пример Аюнского показывает, в принципе, какие-то элементы прогноза, наверное, можно, в принципе, предположить действительно так, да, что они могут действительно быть реализованы так или иначе. Говоря из таких вот основных тенденций, наверное, можно сказать, что вот основная это все-таки демографические тенденции, да, это вот действительно факт. Во всем мире падает рождаемость, во всем мире растет продолжительность жизни так или иначе. Это наверняка все-таки останется, да, понятно, не будем впадать в утопию, что человек будет всегда жить, вечно жить, да, но это, конечно, вряд ли. Но вот действительно то, что детей у нас на семью в среднем становится все меньше и меньше, это, наверное, объективный процесс, который происходит не только в республике и во всем мире, да, это касается практически всех стран, без исключения. Этому есть огромное количество причин, и экономических, и других. Но если посмотреть, что было 100 лет назад и что было 200 лет назад, это очень огромное падение, так или иначе. И этот процесс, наверное, продолжится, по крайней мере, останется, потому что вряд ли можно предположить, что вдруг люди начнут менять вот именно такую вот фундаментальную свою, так сказать, часть поведения. Поэтому вот действительно у нас, наверное, общий объем, общее количество населения в стране, в республике, да, сейчас мы говорим про республику, наверное, оно может перестанет расти общее количество чисто за счет естественных причин. Возможно, люди действительно станут жить дольше и дольше, что это говорит о том, что доля пожилого населения, наверное, продолжать будет расти. Не факт, что это прямо будет такие вот пожилые в нашем понимании, да, скорее всего, с использованием современных технологий и так далее. Возможно, это будет уже совершенно абсолютно другой уровень качества жизни и так далее. То есть это будут совершенно нормальные абсолютно люди, как сказать, да, с абсолютно нормальным, так сказать, тенденцией поведения, возможно, даже работы и так далее. Все это действительно так и будет. Но так или иначе, вот то, что мы говорим, что скорее всего, общее количество людей, которое росло, да, в протяжении практически всей истории человечества, да, до последнего времени, оно, наверное, прекратится в ближайшие 100 лет. Это, в принципе, практически все прогнозы глобальные, так сказать, глобальных экспертов, они, в принципе, про это говорят. А действительно, практически во всех странах вот это падение происходит, и я думаю, что мы, как республика от этого не может остаться в стороне. Помимо этого, у нас есть, конечно, технологический сдвиг большой, очень сильный. По сравнению с тем, что было, например, 100 лет назад, что было даже 50 лет назад, человек как таковой, да, вот этот вклад труда, что называется, да, в производство вообще благ и услуг, оно, в принципе, не так критичный становится. Это все тренд становится все более очевидным. И с развитием технологий и так далее, это, наверное, будет иметь продолжение, так или иначе. В этой связи, что можно предположить? Конечно, можно уйти в крайность, сказать, что человечество вообще перестанет быть ненужным, вообще люди вообще перестанут быть нужными вообще для мировой экономики, это большая проблема и так далее. Скорее всего, этого не будет, есть политические причины для этого и так далее, так что так или иначе люди будут продолжать работать. Но момент в том, что действительно уже не нужно такое большое количество людей в одном месте с точки зрения экономических процессов. Да. Это нужно для людей самих, это всегда легче интерактировать между людьми, это нужно для нормальной коммуникации, для нормального социального развития и так далее. Да, чисто для людей это нужно, это же не нужно для экономики.
Это было раньше нужно, это действительно как бы вело к тому, что у нас появлялись совершенно новые города, совершенно в тех местах, где никогда не было вообще людей до этого. Такого, наверное, уже не будет. То, что в этом плане, наверное, будет происходить тоже, как бы люди, наверное, будут продолжать жить в городах, возможно, города будут продолжать расти, наши основные города. Но вот тот же процесс, наверное, будет происходить и на глобальном уровне, поэтому тут этот процесс, конечно, будет продолжаться так или иначе. Что тут можно еще добавить? Технологические процессы, опять же, да, тут, как вот Яюнский в своем послании там, в принципе, отмечал, что уже не нужно будет ездить там друг к другу, не нужно будет там письма слать, можно это будет делать по телефону и так далее. Все это действительно так. Более того, даже если нужно будет поехать, наверное, это сделать будет очень просто через 100 лет. Уже сейчас, по сравнению с тем, что было 100 лет, и сейчас прогресс прямо очевиден. От сейчас и через 100 лет, наверное, это будет еще более очевидно. Это действительно человек может будет передвигаться туда-сюда. И в этой связи вот действительно этот процесс укрупнения городов, о котором я пытался выстроить для социальной, так сказать, интеракции людей, наверное, пойдет даже и в обратную сторону. Да. В принципе, людям уже не нужно будет жить там, чтобы нормально интерактировать друг с другом. Не обязательно нужно жить будет в многоквартирных домах, например. Не обязательно нужно будет там, можно будет жить рассредоточенно. Наиболее действительно такая большая проблема для всего человечества – это экологическая, да, что у нас влияние человека на экологию, оно становится более, так сказать, радикальным. И опять же, можно уйти в утопию, сказать, что человечество вымрет за счет того, что вот эта экология у нас полностью нарушится и так далее. Конечно, этого тоже, я лично в этом уверен, что человечество этого не допустит, этого не будет. Так или иначе, вот эти все экологические масштабные проблемы, они будут, наверное, разрешены в ближайшие там, 20, 30, 40 лет. Ну, по крайней мере, в ближайшие 100 лет уж точно, потому что иначе это просто никак. Да. Иначе действительно можно будет уткнуться в эту утопию. Поэтому эта перспектива, я думаю, ближайшего там, одного-двух поколений, это 20-30 лет, 40 да, лет, но в перспективе 100 лет, наверное, можно будет жить действительно вполне экологично, в гармонии с природой и так далее. Человечество уверен, что через 100 лет найдет этот способ. И за счет развития вот этих технологий очень сильно падает необходимость человечества вот в естественных природных ресурсах, так или иначе. То, что, относительно нашей республики, конечно, это очень важно, потому что мы действительно, это основой экономики нашей республики, это является так или иначе добыча вот именно природных ресурсов. Так или иначе, они будут продолжать добываться, так или иначе, даже несмотря на то, что там будет, например, человечество откажется от нефти, да, вот, для своей транспортной системы и так далее. Все это может произойти. Я не говорю, что это произойдет, но даже если это произойдет, все равно какие-то ресурсы можно будет раскапывать, добывать и так далее. Просто я говорю про то, что вот их вот экономическое, политическое, геополитическое значение, оно будет очень-очень сильно низким. И на этом фоне вот действительно вот влияние, давление человека на природу, наверное, в ближайшие 100 лет очень сильно упадет, и, возможно, действительно найдут за счет вот этих технологических изменений, найдут возможность жить более-менее в гармонии с природой. Возможно, это даст повод и же возможности для людей жить, возможно, даже поодиночке, где-то в удаленных местностях и так далее. Вот этот процесс сокращения влияния, да, общих ресурсов на глобальную экономику, значение ресурсной экономики для глобальной экономики, она падает. И это действительно к нам имеет прямое отношение, это действительно может вызвать очень существенные, так сказать, проблемы экономического плана. Опять же говоря, в перспективе там 100 лет, да, скорее всего, эта проблема уже будет давно решена. Да. Думаю, это проблема ближайших 20-30 лет, если так вот подумать. Это действительно и нефть, и основное это алмазы, да, добыча алмазов, причем для ювелирного, так сказать, производства, да, которым, собственно, на чем республика и специализируется сейчас. Все это действительно под довольно существенной угрозой. Да. Так или иначе, эти проблемы нужно будет решать, но я думаю, это перспектива ближайших нескольких десятилетий, а не 100 лет. Через 100 лет у нас будет совершенно другой уровень проблем.
В перспективе 100 лет, наверное, вот что можно сказать, опять же, принимая во внимание глобальные тенденции, это вот, наверное, так или иначе размывание вот национальных границ общих, да, в целом по миру, падение значения, сокращение значения центральных правительств, таких глобальных, как и институтов и так далее. Действительно, вот разница между государствами сейчас становится все меньше и меньше, так или иначе. Если посмотреть вот в перспективе там, 100 лет, 100 лет назад это были совершенно разные вещи, да, совершенно разные общественные устройства, уровень экономики и так далее. Сейчас это различия между различными странами становится все меньше и меньше, и так или иначе действительно, и учитывая вот мобильность населения между разными странами, думаю, что вот значимость центральных правительств, таких вот, да, глобальных правительств, институтов и так далее, она будет продолжать снижаться потихоньку. Значение вот этих вот центральных структур будет потихоньку снижаться. Наверное, в перспективе 100 лет это, ну, действительно прогресс в этом направлении будет очень существенным. На этом фоне, возможно, и опять же, принимая внимание вот тот процесс вот расселения людей за счет вот этого вот технологических изменений, экологических изменений и так далее, возможно, на этом фоне мы можем рассматривать такую ситуацию, как какое-то вот, может, второе дыхание и так далее, может получить то, что Аюнский Салам говорил про родовые советы, да, то, что мы сейчас, возможно, ну, наверное, сейчас можем назвать это, как бы, аналогию привести и назвать это муниципалитетами и так далее. То есть местная власть, вот она на самом деле продолжит оставаться очень важной, возможно, значение ее вырастет существенно, потому что для людей, даже если, особенно если мы говорим о том, что люди становятся более независимые от экономики, более независимые от, там, ну, вот, даже от географии, скажем так, да, то самым важным становится именно коммуникация людей вот на таком уровне, ну, бытовом, по сути дела, уровне. Да, то есть гораздо важнее договориться будет там, соседям по соседнему дому, соседним домом, чем, например, там, поднимать проблему какой-то территории на другой части света. Да, поэтому перераспределение политической власти, наверное, оно будет происходить действительно в сторону вот именно муниципалитетов. Ну, то, что мы сейчас называем муниципалитетами, то, что Аюнский раньше называл родовыми советами в то время и так далее. На этом фоне вот действительно вот этот процесс может действительно иметь как бы продолжение. Возможно, это будет интересно на самом деле. Я думаю, процесс так или иначе сейчас, конечно, он не настолько очевиден, но я думаю, в перспективе нескольких десятков лет это станет как бы более очевидным. Опять же, принимая внимание все те тенденции, которые мы вот сейчас вот обсудили.